12 апреля 60 лет назад, в 1961 году, первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в космос на корабле «Восток-1». Он облетел Землю за 1 час 48 минут, вернулся назад живым и здоровым. Этот день во всем мире стали отмечать как День космонавтики. Изучение космоса стало интересным занятием с давних времен, когда люди не умели читать и писать. Что такое космос, спросите вы? И зачем туда летают космонавты? А как это все происходит? Об этом и не только ты узнаешь сегодня из видеоурока. Начну свой рассказ с вопроса. Что ты видишь днем, когда смотришь на небо? Да, правильно, небо, солнце, облака. Думаю, что ты не раз видел, как садится солнце за горизонт, меняя свой цвет от желтого до ярко-красного. А поздно вечером на небе светит луна, вокруг много-много ярких звездочек. Рассматривал ли ты звезды на небе? Оказывается, звезды светят всегда. Просто днем солнце такое яркое, что света звезд мы просто не видим. Все, что мы сейчас увидели на небе, солнце, луну, звезды, изучают астрономы. Наука о космосе называется астрономия. Ученые-астрономы изучают не только звезды, но и другие небесные тела, например, планеты и их спутники. Астероиды, они меньше, чем звезды. Кометы с длинными горящими хвостами, которые падают на Землю, и многие другие космические тела. Во времена, когда люди еще не умели писать и читать, ученые с удивлением наблюдали, что происходит на небе. «При чем тут наша Земля?» – спросишь ты. А при том, что Земля – это отдельная планета Солнечной системы. Если мы внимательно посмотрим на рисунок, то увидим, вокруг Солнца вращаются, двигаются все планеты. Вы успели найти планету Земля? Молодцы! Послушайте внимательно, что рассказывают ученые-астрологи про звезду под названием Солнце. Да-да, вам не послышалось. Солнце – это единственная звезда нашей Солнечной системы, которая представляет собой огромный раскаленный газовый шар. Солнце дает Земле свет и тепло. Без него на Земле постоянно бы царили такой холод и темнота, что ничто живое не могло бы существовать. Земля находится очень далеко от Солнца. Если бы она приблизилась к Солнцу, то сразу бы сгорела, так как температура Солнца очень высокая. Те же ученые-астронавты доказали существование планет в космосе. Наша Земля – это одна из этих планет. Земля, планета, на которой мы живем, третья планета от Солнца после Меркурия и Венеры, и пятая по размеру среди всех планет. Это единственная планета, на которой есть вода. Земля обращается вокруг Солнца, совершая полный оборот примерно за 365 дней, то есть за 1 год. Кроме того, Земля вращается вокруг своей оси и делает полный оборот за 24 часа, то есть за 1 день. У Земли есть один спутник – Луна. У некоторых планет больше одного спутника, а у Меркурия и Венеры вообще нет спутников. Луна – это твердый шар, покрытый горами и кратерами, который вращается вокруг Земли. Она все время обращена к нашей планете одной и той же стороной, поэтому мы никогда не видим другой ее стороны.
Сама по себе Луна не светится. Лунный свет, который мы видим с Земли, это на самом деле солнечный свет, отраженный Луной. С Земли видна только освещенная Солнцем часть лунной поверхности. Кто заинтересовался, что же находится в космосе и сколько планет вращается вокруг Солнца, может самостоятельно найти дополнительную информацию и рассказать об этом друзьям и знакомым. А может, родителям тоже будет интересно? Чтобы наблюдать за космосом с Земли, астрономы придумали специальные приборы, телескопы, и строят специальные здания, обсерватории. Посмотрите, какие маленькие люди внизу и какого размера телескоп внутри обсерватории. А мы с тобой можем пойти в планетарий. Там можно увидеть много интересного. А самое главное – сесть удобно в кресло и посмотреть на звездное небо. Ты уже был в планетарии? Если да, расскажи об этом своим друзьям, а если нет, то мы советуем тебе туда сходить. Самое интересное достижение в том, что ученые придумали космические аппараты, которые занимаются изучением космоса в космосе. Например, космическая станция, на которой живут люди-космонавты. На космической станции живут люди, космонавты. Эта профессия появилась совсем недавно. Космонавт – это человек, который испытывает космическую технику и работает на ней в космосе. Сейчас космонавты есть почти во всех странах, но космические корабли строят и отправляют в космос только в двух – в России и в Америке. На российских космических кораблях работали космонавты со всего света – из Франции, из Америки, Японии, Китая и многих других стран. Космонавты по много месяцев, а иногда и больше года проводят на космических научных станциях. Они наблюдают за звездами, планетами и Солнцем, фотографируют и изучают Землю, ухаживают за растениями и животными, которые живут на станции, ремонтируют свой космический дом, проводят много различных научных опытов. Внутри корабля все находится в невесомости, то есть плавает в воздухе, как рыба в воде. Шоколад, бульон, чай и другие продукты хранятся в специальных тюбиках. Из них еду выдавливают прямо в рот, чтобы не улетела. Космонавты могут выходить в открытый космос, но для этого им нужны специальные костюмы – скафандры. Посмотри, из чего состоит скафандр. Это многослойный комбинезон со специальными ботинками и перчатками. К нему крепятся баллоны с кислородом, а на голову надевается гермошлем, чтобы можно было дышать в открытом космосе. Изучать космос – задание, которое выполняют космонавты. Они должны быть здоровыми. Врачей в космосе нет. Позитивными. Они живут по 2-3 человека в замкнутом пространстве несколько месяцев. А еще космонавты должны быть очень крепкими. Предлагаю сделать танцевальную разминку вместе с ребятами, которые поют веселую космическую песню. Для этого надо повторять каждую строчку песни, а во время припева выполнять разминку вместе с инопланетянами, повторяя за ними все движения. Итак, друзья, начинаем танцевальную разминку. В космосе много разных планет, горячих, холодных, каких только нет, твердых, как камень, и
далекие планеты. Увидеть хочу с человечком зеленым. Я там подружусь, а потом на землю к маме, конечно, вернусь. Ва-па-да-ба, па-да-ба, па-па-ба-да-па, ва-па-да-ба, па-ба-ба, па-па-ба-да-пам. С человечком зеленым я там подружусь, а потом на землю к маме, конечно, вернусь. В космосе звезды ярко горят, их миллиарды, так все говорят, мы не можем до них долететь, а я буду мечтать, а я буду хотеть, а я сяду в ракету и полечу я в далекие планеты. Увидеть хочу с человечком зеленым. Я там подружусь, а потом на землю к маме, конечно, вернусь. Ва-па-да-ба, па-да-ба, па-па-ба-да-па, ва-па-да-ба, па-ба-ба, па-па-ба-да-па. С человечком зеленым я там подружусь, а потом на землю к маме, конечно, вернусь. Замечательно! Вот и подошел к концу наш видеоурок. Расскажи своим друзьям и знакомым, что нового ты узнал. Если тема космоса тебя заинтересовала, то в книгах, журналах, энциклопедиях можно найти много интересной информации. А у Кроша есть познавательные мультики про космос. В старших классах в школе вы начнете посещать уроки астрономии. Здравствуйте, меня зовут Раиса Дмитриевна Снеткова. Я руководитель регионального музея астрономии и космонавтики при школе номер 4. Наша школа была построена в 1961 году, в год полета в космос первого человека Вселенной. И наш первый директор Никитин Михаил Иванович вместе с учителями нашей школы отправили Юрию Алексеевичу Гагарину письмо с просьбой разрешить называть нашу школу Гагаринской школой. И согласие это было получено. Открытка с автографом Гагарина – самый ценный экспонат нашего музея. Она находится здесь. Наш музей располагает большим количеством экспонатов. У нас есть модели ракет, советских ракет, российских ракет, американских. У нас есть глобусы Луны, звездного неба, есть бинокли ночного видения для наблюдения за звездным небом. Есть маленький планетарий и даже телескоп. У нас есть кусочки Сихотэ-Алинского метеорита. Есть выставка, небольшая выставка монет. У нас есть автографы многих космонавтов, в том числе Алексея Леонова, Кубасова, Гречка, болгарского космонавта Иванова. На открытии нашего музея, которое состоялось в 2014 году, приезжал космонавт Роскосмоса Иван Викторович Вагнер. Он очень интересно рассказал нашим ребятам о своей работе, о том, как трудно стать космонавтом, сколько нужно тренироваться. Здесь есть фотографии, которые подарила нам первая летчица Коми Республики Дубровская Галина Анатольевна, которая является также выпускницей нашей школы. Эти фотографии она сделала сама при встрече с первыми космонавтами в Москве. Здесь у нас есть шевроны, которые нашиваются на космические скафандры. Их подарили космонавт Шкаплеров, который побывал в нашем музее в 2019 году и тоже очень интересно рассказал о своей профессии. Я думаю, ребята, вы можете узнать очень много о строении нашей Солнечной системы, окружающем мире, с уроков астрономии, которые будут у вас в старших классах, а возможно, вы придете к нам в гости. Посмотри еще раз на нашу планету Земля из космоса. Правда она красивая? До новых встреч! Спасибо за внимание!